Острый дефицит свободного места на кладбищах – проблема не новая. Сыктывкарские власти уже давно думают об очередном месте для захоронений. Не так давно в СМИ просочилась информация, что глаз чиновников упал на краснозатонское лесничество. Жители поселка теперь пытаются разобраться, во-первых, правдивы ли слухи, а во-вторых, чем это может им навредить. Так быть новому кладбищу или не быть, разбиралась Анна Зубарева. Краснозатонский. Активно разрастающийся поселок. Здесь и микрорайон Сосновая Поляна и коттеджный Грин-Виллидж. Когда эти люди здесь покупали участки, хотели жить в тишине, по соседству с природой, но никак не рядом с кладбищем. Частный сектор находится что справа, что слева. И старый этот поселок тоже же первые дома частные все. И у нас вокруг здесь жилой сектор. Мы просто не хотим, чтобы наша территория превратилась в зону кладбища. В Красном Затоне сейчас уже 2 кладбища. Создание еще одного места для захоронений просто недопустимо, считают местные. 8 тысяч у нас в Затоне проживает людей. Вот. Так что все против. Если бы все знали, что вот такое может здесь быть, то просто было бы, не знаю, очень много народу. Все бы вышли. Меж тем, население здесь с каждым годом становится все больше. Земельные участки выделяются многодетным семьям, ветеранам боевых действий. После информации в СМИ о размещении нового кладбища люди хотят получить четкий ответ от администрации. Есть ли у них поводы для опасений? Выезжали уже наши мэр, да, администрация, выезжали и смотрели территорию, под это кладбище, под строительство. Может, у них это в планах, но мы не знаем, нам нужен ответ. Собираются они вообще там строить или нет? Или они просто его посмотрели? Главный страх краснозатонцев – жилая застройка поселка находится ниже планируемого межмуниципального кладбища. Все подземные и грунтовые воды, по их мнению, потекут с кладбища в жилую зону поселка. А у людей питьевые колодцы, скважины, использовать которые станет невозможно. Там бьют родники. Вот там чистая вода. Да, и люди специально ходят с бутылочками, набирают там родниковую воду. А если вода это потом куда течет? В ручей. Потом с ручья в речку. То есть, если это будет кладбище, это что будет? Это они всю эту зону, во-первых, испортят. Впрочем, находится и другая точка зрения. Все мы не вечные. Если уже сейчас есть дефицит свободных мест, пора создать современное кладбище с проездами и пешеходными дорожками для удобства посещающих. Да, конечно, кладбище надо. Как без него? Куда хоронить-то? Крематория нету. Правильно в городе? Где? Надо делать крематорий, либо кладбище. Нормально, в хорошем месте, в сухом. Ну а вот то, что ваши земляки говорят, что все-таки может испорчена оказаться вода. У нас же делают, кладбище же нормальное должно быть. Правильно? Наша съемочная группа получила комментарий от Сыктывкарской мэрии. Как оказалось, из-за дефицита подходящих для такого объекта площадей на территории самой столицы Коми сейчас рассматривается вариант на стыке 2 муниципальных образований – Сыктывкара и Сыктывдинского района, в отдалении от жилой застройки. Территориально находится в 3 с небольшим километрах от Верхней Максаковки. А гражданам, которые уже обратили на это внимание и переживают, находят и живущие в Сосновой Поляне, но здесь 9 с лишним километров через лес. Как поясняет специалист, сейчас лишь идут переговоры о возможности использования конкретно этого земельного участка. Его площадь около 17 гектаров, но впереди еще долгий путь. Получить разрешение, сам земельный участок, разработать проектно-сметную документацию. Вопрос с подземными водами и их потенциальным загрязнением, как нас заверили, будет тщательно рассмотрен и учтен при проектировании. Анна Зубарева, Дарья Шучалина, Олег Костромин, телеканал Юрган.